А утром меняется все. Все то, из чего состоишь. Кофе, а может и сок, улыбкой, что покоришь. Утро пусть будет добром, светом, ярким лучом. И счастье своим крылом обнимет, как ветерком. Позитивное начало утра. Всем доброго утра, хорошего настроения. Руслан, с чем это связано? Ну, знаешь, я решил составить для наших телезрителей мантру для успешного начала дня. Ну теперь все стало понятнее. Дорогие друзья, прямо сейчас мы дадим вам полезный совет, как составлять мантру. Ну, раз Руслан уже опробовал, теперь давайте вместе. Многие успешные люди начинали свой день с личной мантры. Например, Уинстон Черчилль повторял каждое утро: «Я буду наполнять каждый день как можно большим количеством планов, идей, встреч и решений». А вот мантра Оскара Уайльда: «Каждый день я буду становиться сильнее, умнее и добрее». Такие короткие и емкие фразы помогают сосредоточиться и дать правильную установку мозгу. Как правильно составить мантру на успешный день? Чтобы мантра действительно приносила результат, важно правильно ее составить. Вот основные принципы для эффективной мантры на успех. Используйте утверждения в настоящем времени. Например, «Я ежедневно становлюсь увереннее» вместо «Я стану более уверенным». Делайте акцент на положительных эмоциях. «Я испытываю радость от каждого нового дня». Самое главное время для произнесения мантры на хороший день – это утро, сразу после пробуждения. В этот момент вы задаете тон всему предстоящему дню. Также хорошие точки для повторения мантры во время утренних ритуалов – зарядки, душа и завтрака. По дороге на работу или учебу, придя на работу, перед началом рабочего дня, в обеденный перерыв, а вечером перед сном – хорошее завершение дня. Оптимальный график – утром, днем и вечером. Но можно начать с 1 и 2 раз, постепенно увеличивая частоту повторения мантры в течение дня. Как правильно произносить мантру на хороший день? Есть несколько советов, как максимизировать эффект от проговаривания мантры медленно, с расстановкой и небольшими паузами между фразами. Экспериментируйте с громкостью, то тихо про себя, то вслух. Синхронизируйте слова мантры с дыханием. Попробуйте с открытыми и закрытыми глазами. Записывайте мантру на диктофон и слушайте. Проговаривайте перед зеркалом, глядя себе в глаза. Также полезно делать какие-то движения или упражнения во время произнесения мантры, например, ходьба, йога или растяжка. Это только усилит эффект. Что, давайте вместе произнем мантру, что этот день обязательно будет успешным. Эту мантру мы каждое утро вам и повторяем. Да, но я не знаю, возможно, многие наши телезрители это делают. Если не делаете, попробуйте, да, по крайней мере, хуже не будет. Но я уверена, что любые позитивные мысли ведут к тому, чтобы добиться успеха, а прямо сейчас я вам помогу. Конечно, зачитаю прогноз погоды, ведь он тоже у нас теперь замечательно летний. Итак, в центральных районах плюс 12, плюс 18, заречной группе 11-18 выше 0. В южных плюс 11, плюс 14, в Вилюйской группе 13-17 градусов тепла. В Нижнеленских 15 выше 0. В западных плюс 8, плюс 13. В Колымо-Дигирской группе улусов от 0 до плюс 14. В Янских тепло 10-17 градусов. На северо-западе плюс 5, плюс 18. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха 17 градусов тепла, атмосферное давление 752 мм ртутного столба. Сегодня днем без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, ну а температура просто сказочная 28-30 градусов тепла. Так, ну что, можно, наверное, как-то очень непривычно для мая 30 градусов, но сегодня 30 мая. Ну, видимо, совпадает. Видишь, 30 градусов, 30 мая. А завтра будет 31. А может быть, ты успешно мантру прочитала с утра. И температура специально для велопутешествий. Да, главное, чтобы послезавтра не было 1 градус. Вот. Ну, главное, без снега, да, обойтись. Ну, а прямо сейчас мы узнаем, что прогнозируют новости, какие события. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Северо-Восточный федеральный университет планирует набрать магистрантов на новую сетевую программу «Право охраны окружающей среды» и «Право недропользования» совместно с университетом Бертуа на юридическом факультете.
Обучение будет проходить в очно-заочной форме продолжительностью в 2 года. Руководитель программы, профессор кафедры арктического права и права стран Азиатско-Тихоокеанского региона юрфака СВФУ Татьяна Иванова отметила, что устанавливаются новые связи с университетами за рубежом, в том числе на африканском континенте. Новая сетевая программа будет готовить специалистов по горному и экологическому праву, которые будут востребованы в добывающих компаниях России и Камеруна. Антитеррористические учения прошли в Якутске. Согласно замыслу, неустановленные лица совершили вооруженное нападение на спортивный комплекс «Дахсун». Преступники расстреляли людей, подожгли выходы, ведущие из манежа. После получения информации в работу вступил оперативный штаб. В продолжении легенды учений предполагаемые террористы привели в действие взрывное устройство. Произошло частичное обрушение спортзала. Оперативным штабом были организованы переговоры с условными террористами, но в связи с неадекватным поведением преступников проведен комплекс мер ситуационного реагирования. В результате проведения боевого мероприятия условные террористы нейтрализованы, ну а сами учения проводились для проверки теоретической и практической частей готовности оперативного штаба республики к действиям в условиях кризисной ситуации. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. На эвакуацию были задействованы 4 звена газодымозащитной службы. Эвакуировано и спасено 4 человека, в том числе был задействован автоколенчатый подъемник с спусканием одного маломобильного гражданина. Все пострадавшие были переданы медицине катастроф с дальнейшей эвакуацией. Движение транспортных средств на территории местности Усть-Хатын временно перекроют во время проведения Сеха Туймаады 29 и 30 июня. Так, ограничения движения ведут с 28 июня с 10 вечера до 30 июня 11 вечера. Исключением экстренных служб и оперативных и автотранспортных средств, имеющих пропуск для въезда на территорию местности. В Амгинском районе идет активная подготовка к Исеху Лонхо. Сейчас обсуждаются технические вопросы трансляции во время проведения праздника. По этим вопросам АМГУ с рабочим визитом посетила комиссия НВК «Саха». Также обсудили вопросы связи с представителем Экспертелекома, который должна обеспечить качественную связь во время проведения Исеха. Планируется усилить связь мобильных операторов, ну а на освещении мероприятий будут работать свыше 50 журналистов. Новости с места событий будут транслироваться по телевидению, размещены в газетах, на сайтах, радио и в социальных сетях. Церемония закрытия, открытия Исеха Лонхо, конкурс исполнителей лонхосутов. И в этом году у нас новизна будет прямые подключения со всех тюльге. Это значит тюльге кузнецов, хомусистов, будут еще тюльге Крымпа, конкурсы мастеров Чарона. Поэтому мы в этом году постараемся показать все виды конкурсов и соревнований. Впереди жаркий июнь, и сегодня, 30 мая, отмечает один из гастрономических праздников – День окрошки. Окрошка – традиционное блюдо русской кухни, одно из самых популярных летних блюд. Это холодный суп – лучшая еда для летнего периода. Хорошо освежает в жаркий день, поэтому неудивительно, что накануне лета такой гастрономический праздник. Да, и действительно, вообще рецепт окрошки уходит корнями в далекое прошлое. Издревле на Руси крестьяне готовили простые блюда из овощей. Например, редьку с луком на квасу, тюрю из сухарей, хлебных корок, растительного масла и луком на простокваше, и ботвинью – суп из отваренных протертых листовых овощей и зелени, то есть ботвы, на кислом квасе. Иногда туда даже добавляли красную рыбу. Именно ботвинью считают прародительницей окрошки. В ранних вариантах в окрошку добавляли соленья, например, соленые огурцы, сливы или грибы, а позднее отварные овощи – картофель, морковь, репу и пряные травы. Кстати, название окрошка свидетельствует о том, что для блюда требуется покрошить овощи. Да, ну а какие даты и события сегодня связаны с сегодняшним днем, давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 30 мая. День окрошки. Международный день феминизма. По народному календарю Евдокия Свистунья. В день Святой Евдокии, память которой отмечается в это время, было принято окучивать картошку. Кроме того, в народе наблюдали за приметами. Какова Евдокия, таково и лето. Народившаяся в дождливую Евдокию луна к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер, к лету холодному.
Этот день в истории. В 1431 году в Руане сожжена на костре Жанна д'Арк. В 1631 году во Франции вышла газета под названием «Ла Газете», и вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки. В 1858 году основан город Хабаровск. В этот день родились Михаил Бакунин, русский революционер-анархист; Карл Фаберже, российский ювелир, основатель семейной фирмы ювелирного искусства; Сергей Власьев, русский военный, один из первых офицеров-подводников; Алексей Леонов, советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос; Александр Демьяненко, советский актер театра, кино и телевидения, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан. 12 февраля 2024 года вступил в силу приказ Росреестра от 7 декабря 2023 года номер П-0514 об установлении порядка ведения ЕГРН, влияющий на порядок приема заявлений на регистрацию права общей долевой собственности на земельный участок под многоквартирными домами. Подробнее об изменениях, касающихся регистрации права общей долевой собственности на земельные участки под, соответственно, многоквартирными домами, сегодня нам расскажет аналитик отдела внедрения и сопровождения услуг Центра «Мои документы» Ния Левина. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как изменился порядок и что необходимо теперь делать? В соответствии с жилищным кодексом, когда человек приобретает квартиру, он, получается, автоматически и приобретает земельный участок под многоквартирным домом. Да? И ранее для подтверждения можно было подать заявление и получить определенный документ с указанием фамилии, имени, отчества. Но теперь с 12 февраля в связи с изменениями в законе, да, заявитель уже, человек, собственник, уже не может получить такой персональный документ. И право на земельный участок регистрируется в следующих случаях. Это, во-первых, когда обращается первый заявитель с оформлением на земельный участок. То есть после 12 февраля, если один из собственников обратился с заявлением, уже будет внесена единая запись. Во-вторых, это когда дольщиков, да, когда дольщики вновь вводимый дом, условно, да, когда один из дольщиков, допустим, обращается с заявлением, также будет уже зарегистрирована общая запись на всех собственников многоквартирного дома. И случаи бывают, когда это уже давно существующий дом, в таком случае будет какая-то сделка, да, в любом случае, да, кто-то продаст квартиру, машиноместо, и в таких случаях также будет внесена одна единая запись на земельный участок под многоквартирный дом на всех собственников. То есть получается, что если я давно живу в доме, и теоретически за 20 лет его существования кто-то продавал, отчуждал имущество, мне можно не обращаться? Да, совершенно верно. Таким образом, всем собственникам машиноместа, либо помещений, это помещение квартиры, да, подразумевается под этим, обращаться с заявлением на оформление земельного участка уже более не нужно. А собственник может ли самостоятельно проверить, внесена ли в базу Росреестра единая запись на земельный участок под многоквартирным домом? Да, самостоятельно сам человек-собственник может проверить данную информацию. Информацию можно посмотреть на официальном портале Росреестра. Портал называется rosreestr.gov.ru. Собственник заходит в вкладку «Сведения об объекте недвижимости в режиме онлайн». В графе поиска необходимо ввести кадастровый номер объекта недвижимости, то есть земельного участка в данном случае, да, и уже нужно посмотреть записи. Там будет строка снизу «Сведения об ограничениях и зарегистрированных правах». В данной строке нужно посмотреть, внесена ли запись после 12 февраля 2024 года. А если я хочу получить выписку на этот земельный участок, чтобы определить, какая у меня доля? Нет, отныне получается, да, по новым правилам такового размера доли не будет. И не будет персонализированного указания собственника. То есть уже выписку, как раньше, где мы числились собственниками, мы получить не сможем. Мы сможем получить только информацию о том, что права распределены. Нет, выписку вы также можете, как и ранее, заказать. Для этого указываете кадастровый номер земельного участка, но получите выписку без указания фамилии, имени, отчества. Все, теперь понятно.
Хорошо. А скажите, а как единая запись о регистрации права общей долевой собственности под МКД отображается в самой выписке? В самой выписке, где вот будет строка правообладатель, да, ну, собственник в данном случае, там будет указано собственники, слово именно, слов собственники, помещений и машиномест. То есть без вашего имени. И без конкретного указания размера доли. То есть там будет словосочетание доля равна соразмерно доли собственника помещения. То есть какая у вас площадь помещения, соразмерно такая доля у вас на земельный участок. В общем, как в законе написано, так, получается, теперь и будет. Да. Общая единая запись. Ну, очень интересно. Если у граждан возникают вопросы, как теперь тогда зарегистрировать право, куда им обращаться, что приносить с собой? Собственники могут обратиться в центр «Мои документы». Также можно обратиться на портал mfcsakhat.ru, либо можно позвонить на колл-центр 8 800 122 16. И дополнение хочется отметить, что к нам обращаются зачастую собственники аварийного жилфонда, да? Желающие оформить земельный участок, так как им нужно предоставить в орган местного самоуправления отчет об оценке общего имущества. В таких случаях данные граждане обращаются к нам, но хочется порекомендовать сначала проверить информацию, как вот озвучила, да, на официальном портале. И если будут сведения, то уже нет необходимости подавать заявление. Можно просто заказать выписку и предоставить эту выписку оценочную организацию. Но оценка также будет. То есть, если раньше, получается, компании требовали именно выписку для оценки общего имущества отдельно на квартиру, отдельно на земельный участок, теперь мы общую выписку, получается, предоставляем, даже если мы там не фигурируем, если у нас есть собственность на квартиру, нам все равно эту долю оценивают. Да, совершенно верно. Так и будет. То есть у вас будет отдельная выписка на помещение и отдельная выписка на земельный участок под многоквартирным домом, но она будет, запись в ней будет единая, то есть слово собственники помещений и машиноместа. Ну, с одной стороны, удобно. То есть соседи уже что-то продавали, и можно не ходить. Спасибо Да. большое. Мгм. Спасибо вам Пожалуйста. за очень интересную информацию. Но мы, дорогие друзья, продолжаем. Задумывались ли вы, почему в век технических новинок никто и ничего не успевает? Ведь, казалось бы, почти все делается за нас, иногда вместо нас и уж точно быстрее нас. Так где же наше время? А в наших сутках по-прежнему 24 часа, но еще недавно эти часы были физически длиннее, а за последние 50 лет сутки уменьшились до реальных 16 часов. Более того, за время существования нашей планеты сутки не раз становились то длиннее, то короче. Это удалось установить ученым из Брюссельского университета. Они исследовали одну ископаемую ракушку. Каждый день при жизни у этой ракушки нарастал один слой. Ученые посчитали, что за год ей удавалось наращивать по 372 слоя. Это значит, что тогда год был длиннее на целую неделю. В сутках было 24 часа 30 минут. Поэтому сейчас жизненно необходимо подстроиться под быстрое течение времени и начинать свой день как можно более активно. Например, с зарядки. Ну что ж, мы с вами продолжаем функционалить дома. Первое упражнение называется скакалка или имитация скакалки. Ножки вместе, руки, локти прижаты к корпусу. Мы будем делать крутящее движение от локтя и добавлять прыжок от носочка. Поехали. В 30 секунд работа. Темп средний, выше среднего. Хорошее крутящее активное движение через локоть. Следим за дыханием. Несмотря на то, что это упражнение кажется очень простым, оно является одним из самых эффективных для работы на кардиосистему. Выполняйте его в правильной технике, и вы получите нагрузку уже с первого подхода. Следующее упражнение – это будут махи назад с колена. Отстраиваем корпус. Это упражнение можно выполнять как с прямых рук, так и с положения согнутого локтя. Мы будем сегодня работать с прямых рук. Исходное положение. Вытягиваем рабочую ногу, прямое положение. Стопа натянута. Опора на колени, которая находится в согнутом положении. У нас будет мах вверх и чуть-чуть в сторону. Мах вверх и чуть-чуть в сторону. На каждый подъем выдох, выдох. Следите за поясницей.
Поясница здесь не включается в работу. Подъем только за счет ягодичной мышцы. Работаем 30 секунд на одну ногу, 30 секунд на другую ногу. Далее мы переходим в динамичную планку для проработки рук, мышц груди и спины. Бонусом будут работать мышцы брюшного пресса. Отстраиваемся в планку, упор на локти, ножки вместе. Если вы хотите снизить нагрузку, расстановка ног может быть шире. Мы будем подниматься и опускаться, меняем при этом каждый раз руки. Наша задача – удерживать корпус в статике. Работаем 30 секунд. Живот подтянут, ягодица подтянута, колено натянуто. Контролируем спину, исключаем положение домика. 30 секунд, работа завершена. И завершаем, как всегда, наш сет мышцами брюшного пресса. Сегодня у нас будет полное скручивание. Как всегда, мы обхватываем себя за колено, округляем спинку, уходим вниз, позвонок за позвонком. Выводим руки за голову, колени сгибаем, стопа натянута. У нас будет подъем в верхнюю точку, где бедро и плечевой пояс встречаются в центре, можно сказать, в центре нашего живота. На скручивание выдох. Выдох, выдох. Работаем 30 секунд. На этом наш сет завершен. Повторяем его 4 раза. Между сетами перерыв от минуты до полутора. Занимайтесь спортом не только весной, но и летом, осенью, зимой. И у вас будет прекрасное настроение, и тело всегда будет в тонусе. Сезон отпусков еще толком не начался, зато скандалы из-за курортных штрафов уже в разгаре. Туристы уверяют, что о львиной доле запретов, из-за нарушения которых их норовят выставить на деньги, они впервые слышат. Итак, где и за что во время отдыха можно поплатиться кошельком? Отечественные туроператоры, продающие зарубежные пакеты, уверяют, что предупреждают своих клиентов о самых неожиданных для них нельзя. К примеру, о том, что в жарком Таиланде, сев за руль, будь то автомобиль или байк с голым торсом, турист будет остановлен дорожной полицией и оштрафован на сумму от 400 до 500 батов, в зависимости от региона, а это 1000-1200 рублей. За что еще можно поплатиться штрафом в самых излюбленных россиянами местах? Например, в итальянских городах запрещено кормить голубей, а на египетских курортах – рыб. Только в Италии нарушение обойдется незадачливому гостю в 500 евро, а в Египте всего $15. И то на первый раз просто предупредят. В метро любимого россиянами Дубая нельзя провозить алкоголь, даже в непрозрачных пакетах. Из ближних штрафов большинство отечественных отпускников в курсе только про Абхазию. Там обоим полам запрещено находиться в купальных костюмах где-либо, кроме непосредственно пляжа или бассейна. Штраф за нарушение после ряда громких разбирательств в прошлом году вырос в 20 раз – с 300 рублей до 6000 рублей. Ну, действительно, прежде чем ехать в какую-то страну, тем более впервые, нужно узнать, да? Возможно, привычные для вас действия могут позволить вот вам вас оштрафовать. голуби, как бы это понятно, рыба как бы тоже. А вот культурные особенности это уже сложнее. Да, потому что получается, что все промусульманские страны, так скажем, они, конечно, обладают рядом ограничений по внешнему виду, и это надо уважать. Ну, вообще, в целом, есть в том же, например, в Телеграме есть специальные каналы, допустим, куда-то едете, нашли, и там вся, в принципе, подробная информация, в том числе. Ну, я думаю, что, в принципе, в купальном костюме не очень удобно находиться в общественных местах. Ну, в театре, да, особенно, например, или в ресторане. Ну, кстати, если зашла речь, то из таких вот интересных вещей, что у нас, например, дресс-код в суде существует. Если вы в пляжном костюме придете у нас в суд, вас просто не пропустят.
Ну. Так что не только в Дубае. Да. Ну а в Нерюнгри состоялось открытие настольного сезона. В молодежном центре на постоянной основе активно функционирует клуб ролевых настольных игр «Зеленый дракон». Что вошло в программу дня с названием «Большая игра», расскажут наши коллеги. Культура настольных игр набирает обороты. У многих нерюнгринцев дома есть целые полки с полюбившимися играми. Оценив спрос на такое проведение досуга, молодежный центр начал на регулярной основе проводить настольные дни в Нерюнгри. Насколько показала практика первый раз, ажиотаж достаточно большой, особенно те участники, которые хоть немножко знакомы с ДНД, они пришли с большим удовольствием в это поиграли, выготовили персонажей, плюсом у нас было очень много зрителей, которые действительно пришли просто посмотреть на турнир, и там уже параллельно играли в настольные игры обычные. Те, кто увлекается фэнтези или настолками, наверняка знают о ролевой игре «Подземелья и драконы» или просто ДНД. В этом году культовой настольной игре 50 лет. Как отмечают организаторы клуба ролевых игр и сами игроки, она дает мощный импульс творческому вдохновению. Вы собираетесь за столом и придумываете для себя персонажей, неких альтер-эго, за которых вы бы хотели попробовать отыграть. Это не всегда будут подземелья и драконы, это может быть мир будущего, космические корабли. Вы, можете быть героями, пиратами, великими волшебниками, спасающими миры, или повелителями целых звездных империй, которые планеты разрушают. Это не важно. Самое главное – это те эмоции, которые вы получите, когда будете отыгрывать того персонажа, которого вы решили взять. Втянувшись в эту атмосферу, которую еще лучше помогает своим чарующим голосом прочувствовать мастер, игрок погружается в другую реальность, создает собственную историю. Он верит, сопереживает, эмоционально вкладывается в игру и получает взамен незабываемые эмоции и воспоминания. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Но у девушек все гораздо проще. Чтобы реализовать свою фантазию и стать каким-нибудь героем, достаточно украшений, и ты уже королева. Ну и, как говорилось в любимой песне, лучшие друзья девушек – это бриллианты. Но прежде чем алмаз получит свою окончательную форму и будет радовать глаз окружающих и, конечно, дам, наша постоянная рубрика расскажет, кто же его оценивает. Мы изучаем камень сначала перед запуском, задаем параметры, цвет камня, будущего бриллианта. Но он достаточно коричневый камень, и поэтому присваиваю ему 6-й цвет. Затем изучаю внутренние дефекты. При необходимости я размечаю вручную, где с какой стороны какой, большой, маленький, с каким дефектом или без дефекта, рассчитываю на будущий бриллиант. И потом уже ставлю на сканер. Это более-менее в правильной форме октаэдр. Это кристалл формируется в природе вот так. А бывают такие двойники, там, сросшиеся камни и очень дефектные камни разных форм. И так как я изучил внутренность камня, дефектов нету, и поэтому сейчас рассчитываю на большой камень. По-разному рассчитываю. Можно 2 равных камня. Но на данный момент 17 соток он будет больше стоить, чем 2 по 10. Сейчас я буду рисовать по этим линиям лазером, чтобы потом огранщик ориентировался по этим линиям. Когда размечаешь, он может даже и лопнуть, этот камень. Бывает боязнь потерять камень. Такое тоже в истории бывало. При обработке это, как считаю, воспитание идет. И потом получается, когда итог, видишь бриллиант готовый, насколько это получилось, с прогнозом сравниваешь, и тогда уже усталый, счастливый практически. А наш эфир продолжит рубрика «Пусть мама придет». Сегодня ее герои – брат и сестра Влад и Алина. Знакомьтесь, Влад, ему 15 лет, и его сестра Алина, ей 13 лет. Я увлекаюсь пазлами. У меня здесь 4 картины, которые я собирала одна. И также ко мне подбегали дети и помогали их собирать. Большинство я собираю одна, очень часто. Это мое самое любимое увлечение. А в свободное время, если у нас здесь нет пазлов, мы их не получили, не успели, я занимаюсь либо волейболом, либо пение-рыболом. А какие любимые предметы у тебя в школе? Физкультура. Я люблю спортом заниматься. Раньше ходила на бокс.
Брат Алины Влад учится в 9 классе. Я Влад. Люблю заниматься футболом, волейболом. После 9 класса иду в Жатай. Хочу научиться перебирать ходовую часть на машинах. Влад и Алина посещают кружок, где учатся готовить. Они уже знают рецепты нескольких блюд и осваивают новые. Учатся готовить как простые блюда, так и праздничные. В этом им помогает воспитатель. Влад и Алина знают, как сварить макароны, приготовить кашу из разных круп, учатся делать блюда из мяса. И ты прямо руками перемешиваешь, чтобы у нас было нормально. Воспитатели хвалят Влада, отмечая, что он очень хорошо готовит и сразу запоминает этапы приготовления блюд. Вот молодец, подвинь чуть-чуть, чтобы... Алина тоже старается всему обучиться и стать хорошей хозяйкой. Влад очень любит заниматься в спортивном зале. Приходит сюда и Алина. Влад физически крепкий и ловкий. А вместе с Алиной они с удовольствием играют в волейбол. Влад виртуозно владеет мячом. Влад и Алина надеются обрести семью. Непредсказуемая природа внесла свои коррективы для жителей Якутии. Наиболее пострадавшими от весеннего наводнения оказались жители Алекминского и Намского районов. О том, как ведется работа в сборе гуманитарной помощи, в чем она заключается и кто принимает в ней активное участие, мы поговорим с руководителем исполнительного комитета Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Султаном Заблоцким. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые ведущие. Доброе утро, уважаемые зрители. Да, расскажите, какая помощь оказывается пострадавшим? По поручению нашего главы республики Арсения Сергеевича Николаева гуманитарный сбор был объявлен исключительно среди депутатов фракции «Единая Россия». Это именно из Ил-Тумен и Якутской городской думы. Но потом к нам начали уже приходить с гуманитарным грузом, с питанием, с товаром первой необходимости. Уже уже граждане, которые хотят просто оказать помощь и передать в район бедствия свою лепту. В итоге на Курашова 24 у нас был организован сбор гуманитарной помощи вообще для всех. И мы начали уже организовывать непосредственно отправку всего груза и в Намский район, и в Алекминский район. До этого нами был уже направлен в Оренбургскую область, в город Орск, тоже около 4 тонн, свыше 4 тонн гуманитарного груза. И поэтому хочется сказать, что опыт есть, и транспортировка. В этом нам помогает и руководство республики, Министерство транспорта, также и служба спасения. Как вы знаете, что Алекминский район у нас находится очень далеко, тем более это началось у нас еще во время паводка, ледохода, поэтому по реке доставки не было. И исключительно воздушным транспортом мы доставляли гуманитарную помощь самолетом, вертолетом. Да, как вы знаете, там, конечно, грузы ограничены, но все равно вся республика сплотилась и начали помогать непосредственно пострадавшим в районе затопления. На данный момент сбор продолжается гуманитарной помощи? Да, на данное время у нас продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей и Алекминского района, и Намского района по адресу Курашова 24, 4-й этаж. Туда может прийти любой и сдать какую-то те или иные вещи. Конечно, в приоритете у нас для восстановления это тепловые пушки, мотопомпы, шланги и различная такая техника, стройматериалы. Но все равно, конечно, люди приносят и продукты питания, товары первой необходимости, средства личной гигиены. Мы работаем непосредственно с нашими, по нашим каналам, это с нашими местными отделениями партии «Единая Россия», поэтому мы клеим на наши груза, это наклейки, гуманитарный груз «Единой России» и направляем их непосредственно в район. Ну, насколько вообще активны якутяне?
Ой, это очень активно. Вообще, если честно, мы не ожидали такого наплыва, поэтому мы вот звоним вот, ну, и Министерство транспорта, да, и, как я уже сказал, службе спасения чуть ли не каждый день для отправки нескольких тонн грузов, потому что люди приходят, люди передают, и все-таки у нас, как бы, если честно, у нас на точке нету такого складирования, ну, именно склада. Мы прямо в кабинете там и в коридоре там уже все обвешиваем, расформировываем и уже направляем. Поэтому мы там не можем несколько дней, там, ну, не то, что несколько дней, а продолжительное время мы не можем там уже хранить этот груз, мы сразу его стараемся направлять. Тем более у нас Намский район находится близко, поэтому очень удобно там сразу. Ну и земляки, конечно, имеется в виду уроженцы Алекминского района, либо Намского района в этом очень сильно помогает. Вообще очень активная помощь, да, от якутян идет. Есть какие-то, может быть, продукты или вещи, которые нужны вот сейчас в первую очередь? Может быть, есть какой-то недостаток? Да, вот мы с нашим местным отделением, с нашими исполнительными секретарями от партии «Единая Россия» на местах мы на связи, и мы сразу с ними общаемся, с администрацией района общаемся, что прежде всего необходимо. Вода у нас спала, поэтому у нас сейчас идут восстановительные работы. Вот у нас принимают участие в восстановительных работах студенты СФУ, студенты различных учебных заведений, волонтеры, наши мгеровцы. Поэтому, конечно, товар первой необходимости – это продукты питания, средства личной гигиены, спальные принадлежности, ну и, конечно, стройматериалы, которые очень необходимы. Кстати, я еще хотел бы сказать по поводу тоннажа. У нас, получается, всего собрано свыше 13 тонн, поэтому это считается такой короткий период, это очень много, поэтому спасибо большое всем, кто помогает и организовывает прямо непосредственно саму доставку. Ну а вот кто хочет непосредственно помощь оказать, то есть выехать, может быть, на место, вступить в волонтеры, помочь вам это все запаковывать, как им это сделать? Да, конечно, если кто-то хочет вступить в волонтеры, может прийти на Курашова, 24, на 4-й этаж, зайти в 405-й кабинет, сказать о своих целях. И, конечно, мы можем разместить непосредственно либо за столик, ну, по направлению Алекминский район, либо Намский район, и будет уже там принимать груза, обвешивать и уже там обеспечивать отправку. Но мы знаем, что исполнительный комитет оказывает помощь не только в критических ситуациях, но и на постоянной основе. Вот кто-то, может быть, чувствует свою потребность активного участия. Как вам вступить тоже в ряды волонтеров? Ну, если честно, да, вот смотрите, нам помогают, вообще, нам очень много помогают, не только волонтеры. У нас волонтеры Победы помогают, и нашим геровцы, и вообще вот администрация районов, они нам позвонили и сказали, вот сейчас уроженцы нашего района подойдут, ну, как правило, это студенты, да, тоже ребята, или просто молодежь, они приходят и говорят, у нас есть время, там, 2-3 дня, мы можем спокойно вам помогать. И они находятся у нас, там, они помогают там, и сортировать, и отвезти. Просто организация точки сбора гумпомощи, это не просто вот собрал, да, и как-то, и все. Там надо и все загрузить, потом отправить в аэропорт, загрузить уже непосредственно, разгрузить непосредственно уже в сам аэропорт, потом уже проследить, там, пришло, не пришло, вообще доставлено, прямо такой процесс работы. И, конечно, там требуется очень много, как говорится, рук-ног, поэтому мы всегда такой помощи рады и принимаем помощь вообще отовсюду. Ну, спасибо за ваше благое дело. Я думаю, что еще после нашего эфира, да, люди присоединятся. Да, если у вас есть время, присоединяйтесь. Ваша помощь очень нужна. И, думаю, не только при чрезвычайных происшествиях, но и в других направлениях работы. Спасибо большое за приглашение. Спасибо большое. Спасибо. Национальная вещательная компания «Саха» запустит новый детский телеканал «Току». Теперь дети всех возрастов смогут наслаждаться просмотром мультфильмов на якутском, русском и на языках коренных малочисленных народов. Канал начнет свою работу 31 мая. И подробнее мы узнаем об этом в следующем сюжете. Мультфильмы для детей — это увлекательное погружение в волшебный мир. Они участвуют в воспитании, развитии и формировании мировоззрения ребенка. Любимые герои учат добру, жизненным ценностям, дружбе и многим важным вещам, которые понадобятся в жизни ребенка. Главная телерадиокомпания Республики Саха-Якутия ведет работу по дублированию популярных российских мультфильмов и созданию собственных анимационных сериалов уже на протяжении 2 лет. Ряд проектов уже завоевали любовь
любовь зрителей. А сейчас создатели вовсю готовятся к старту нового телеканала, контент для которого будет производиться не только на русском и якутском языках, но и на языках коренных малочисленных народов Севера. Как сказал наш глава республики Айсен Николаев, в этом году у нас год объявлен годом детства. В связи с этим 31 мая в рамках креативной недели мы запускаем детский телеканал. Действительно, это очень большое событие не только для нашей компании, но и для всей республики. В течение 3 лет мы детям подарили и продолжаем дарить новые мультфильмы на якутском языке, но канал у нас заговорит еще и на русском языке, и на языке коренных малочисленных народов республики. Так что смотрите, следите за новостями. Канал уже заработает вот с 31 мая, где круглые сутки, 24 часа вас ждут мультфильмы. Процесс создания мультфильма – дело непростое. Это кропотливая, трудоемкая работа, которая требует вовлеченности всей команды. Ну, сначала вообще делается перевод текста, затем уже непосредственно с актером идет работа, и потом уже все это монтируется и уже становится таким дублированным на якутский язык мультиком. За все время работы студии дубляжа у нас переведены на якутский язык такие мультики, как «Фиксики», «Малышарики», «Тима Тома», «Три кота», еще «Турбозавры», «Мимимишки» и «Барбоскины». И вот будет уже «Пингвиненок Пороро», первый полнометражный мультик, который будет дублироваться. Все эти мультфильмы будут показываться на новом детском канале. Вся работа начинается именно со сценария. Когда он уже готов, можно приступать к озвучке, продумыванию персонажей, раскадровкам, а также к созданию анимации. Это вот 2-я серия, тут сценарий, и я справа так набросочно делаю раскадровки, примерно как все будет выглядеть. Вначале выглядит очень просто, аниматик черновой, потом уже наши аниматоры, художники, звуковики, когда уже все будет готово, анимация, то тут уже будет сидеть типа готовый персонаж, двигающийся, озвученный фон будет, звук, музыка, и совсем уже как бы готовый продукт другой получится. Дубляж – это один из самых сложных видов озвучки, который требует от актеров полного перевоплощения, ярких, сильных эмоций и высокого профессионализма. Голос должен соответствовать и характеру героя, и подходить по тембру. Анжелина занимается озвучиванием мультфильмов уже не 1-й год, и несмотря на свой юный возраст, имеет за плечами уже множество проектов, а ее голос выбирают для озвучивания не только в пределах республики, но и по всей России. Всегда нужно чувствовать, кого ты озвучиваешь, знать их характер, знать их привычки, говорение. Каждый раз подстраивать голос под героя — это тоже сложно для моего голоса, но я справляюсь и думаю, буду справляться дальше. Очень хочу, чтобы такие мультики больше показывались, больше развивались. Также хочу, чтобы было больше детей, которые тоже смогут так поработать, ощутить это на себе, потому что это реально классно. Сейчас в Якутии уделяется пристальное внимание популяризации и повышению интереса к родным языкам у детей. Ведь язык — это сокровищница, и в наших силах передать эти сокровища нашим детям. А мультфильмы на новом телеканале, над производством которых трудятся более 100 человек, в этом поможет. Илана Захарова, Аэлита Махно, Якутск. Но замечательная новость, что открывается целый телеканал, то есть теперь детки могут смотреть на родном языке, и это чудесно, что он открывается в преддверии 1 июня. Да, ну и вообще, вот если вспомнить там, мою молодость, подростковый период, я помню, у нас была программа на НВК-СХ подростковая, тоже детская, «Бизончик» называлась, то есть очень интересно было сюжет, а сейчас целый телеканал, поэтому мы желаем отличного запуска. Но мы растем в прогрессии. То есть от «Бизончика» перешли на целый телеканал. Ну а какие новости еще, узнаем прямо сейчас. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире.
Волонтеры добровольческого движения «Саха-волонтер Дети» изготовили 150 якутских оберегов, сшили 35 госпитальных подушек, направили 1840 писем. На протяжении второго полугодия этого учебного года юные волонтеры совместно с педагогами и родителями проводили разные акции, благотворительные мероприятия и совершали добрые дела. Ну а в завершении мастер-класса медики, волонтеры, студенты Якутского медколледжа имени Вангородского подарили участникам слета волонтеров зажигательный флешмоб. Ну а организаторы пожелали активистам веселых и ярких каникул и поблагодарили за совершенные добрые дела. В Мирнинском районе с начала года 24 молодые семьи получили единовременную выплату при регистрации брака. Сама выплата предоставляется в целях укрепления семейных отношений, поддержки регистрации брака, а также стимулирования рождения первых и последующих детей. Большинство молодых семей, получивших выплаты, использовали полученные средства на улучшение жилищных условий, а также приобретение детских принадлежностей. Когда мы с мужем расписались, нам рассказали в ЗАГСе, что можно получить небольшую выплату от государства. И мы решили попробовать подать. Подали через госуслуги Республики Саха-Якутия на пособие на выплату. И денежные средства поступили в течение 20-15 дней, где-то так. Взяли денежные средства для того, чтобы приобрести ребенку кровать и немножко облагородить жилищные условия. Если честно, я думаю, что у нас сделали прям очень хорошее, доброе дело, то, что сделали такую выплату. Помогает то, что люди смогут хоть немножко что-нибудь, но сделать лучше для себя. В Якутске завершаются ремонтные работы на объектах, задействованных на играх «Дети Азии». По контракту до 31 мая большинство работ должны быть выполнены, и объекты будет принимать уже комиссия. Например, на стадионе Туймада, где пройдет открытие и закрытие игр, а также соревнования по легкой атлетике, работы завершены более чем на 95%. Уже уложен новый футбольный газон, заменили 12,5 тысяч сидений на трибунах. В ближайшее время силами работников стадиона закончится уборка. 26 позиций было, да, это начиная, в прошлом году мы начинали с кровли. Кровля там мы конкурс провели, 2 миллиона с чем-то было выделена сумма. Кровлю мы закончили в прошлом году в июне, все нормально, приняли. Потом мы в прошлом году поменяли полностью пол, спортивный зал, который вы видели, паркетом полностью, выделено 10 миллионов, тоже освоено. И полностью поменяли пожарную сигнализацию. В Центре спортивной подготовки «Триумф» внутренние работы также завершены более чем на 90%. Сейчас идет ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории. Бассейн «Чалбон» готов принять соревнования по плаванию. Осталось лишь установить новый электронный хронометраж и заменить разделители на дорожках. Один из старейших объектов, спорткомплекс «50 лет Победы», примет в этом году соревнования по футзалу. Объект готов на 100%. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Я, кстати, недавно посмотрел список премьер, даже вот ближайших месяцев, да, лета. И сейчас я зачитаю, вот какие, скажу вам, какие фильмы я просто с нетерпением жду. Вот, например, выйдет «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Плохие парни», это все 4 части, «Чужой», да, фильм «Ромул и Ворон». И вот все это как будто прямо откидывает нас в 90-е. Ну, а также премьеры этого лета будут фильмы «Тихое место», «День первый» и «Дэдпул 3». Вот эти фильмы, я думаю, обязательно должен Я посмотреть. вот слушаю список и понимаю, что с ребенком мне сходить не на что. Или Нет, просто выбор Руслана такой. Нет, там тоже есть мелодрамы, разные вот эти вот фильмы, которые я не особо люблю. Это радует. Но если вы так же, как и я, редко заглядываете, какие премьеры предстоят, потому что я, например, не успеваю, даже об этом не задумываюсь. Обычно мне требуется, не знаю, что-то увидеть яркое, чтобы задуматься, куда сходить с ребенком. Вот следующая рубрика для вас. То есть это как раз премьеры, которые можно посмотреть в эти выходные.
Решил узнать, как вы добрались? Я в порядке, мистер. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Драматический вестерн «Мертвые не причиняют боли». 1860-е годы. Совместную жизнь эмигрантов Вивиан и Хольгера нарушает гражданская война. Оставшись в одиночестве в городе, Вивиан переходит под контроль влиятельных коррупционеров. Героиня встает перед непростым выбором – сдаться под натиском окружающих и уехать, или продолжить жить на чужой родине вопреки обстоятельствам. В эти сложные времена через месть и прощение они пытаются сохранить свою любовь. Добро пожаловать в Тайгисвиль. Этот снежный городок охраняют суперпташки. Анимационный фильм «Суперпташки. Улетная миссия». Увлекательная приключенческая история про птичку Джонни и его пернатых собратьев, обладающих суперспособностями. По сюжету команда друзей выполняет секретную миссию, в ходе которой им предстоит спасти родной город от коварных планов злодея Отто фон Моржа. Это задание потребует от героев недюжинной смелости и непростых решений. Вместе они – защитники Тайгасвилля. Суперпташки. Улетная миссия. Могут ли они не победить Отто фон Моржа? В кинотеатрах с 30 мая. Знаешь, какой сегодня день? Сегодня третий день нашей трехдневной поездки по стране. «Незнакомцы. Начало» продолжает и развивает франшизу, начатую в 2008 году фильмом «Незнакомцы» с Лив Тайлер и Скоттом Спидменом. Здесь мне нравится куда больше, чем в отеле. Новый фильм снял режиссер Ренни Харлин, известный по картинам «Кошмар на улице Вязов 4», «Скалолаз», «Крепкий орешек 2» и «Тайна перевала Дятлова». Режиссер считается самым успешным финским режиссером в Голливуде. По сюжету фильма пара Майя и Райан решили отметить 5-ю годовщину, не подозревая, что она может стать их последней. Путешествуя на своем пикапе через всю страну, они совершают вынужденную остановку в маленьком городе, где местные жители, даже дети, встречают их с большим интересом. Оставаться в этом странном месте пара не хочет, но вынуждена провести ночь в доме, куда вскоре нагрянут безумцы в кукольных масках. Это было стрёмно. Почему вы все это делаете? Потому что вы здесь. Возвращение знаменитого кота Гарфилда на большие экраны. Привет, дружище. После неожиданного воссоединения со своим давно потерянным отцом, уличным котом Виком, Гарфилд вместе с другом псом Оди вынужден отказаться от своей идеальной тепличной жизни и присоединиться к веселому и опасному приключению. Привет, сынок. Это Вик, мой папаша. Ты из поезда прыгал? Прыгать? Это не по мне. Остановка! Правда? Где? Да брось, он знал, чего от меня ждать. Фуриоса, мы слишком далеко ушли. Фантастический экшен «Фуриоса. Хроники безумного Макса». Это история похищения юной воительницы Фуриосы из зеленых земель, в результате которого девушка попадает в руки орды байкеров под предводительством военачальника Дементуса. Пробираясь через пустошь, они натыкаются на цитадель, которой управляет бессмертный Джо. И пока два тирана борются за господство, Фуриосе предстоит пережить множество испытаний, пытаясь найти путь домой. Сколько бы это ни заняло. Обещай, что найдешь путь домой. Обещай. Защищайте зеленые земли. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Помнишь меня?
как, есть выбор, куда пойти? Ну, на знаешь, на выходные? самом деле есть, потому что ужастики я не очень люблю, мне тянет на них смеяться. Потому что ты в любой момент слышишь такой звук бабах, и думаешь, сейчас вот она откроет дверь и куда-нибудь там влипнет. Там, или бабах, ну, сейчас ей что-нибудь там с ней случится. Ну, то есть неинтересно уже в моем возрасте смотреть ужастики. А вот на Гарфилда я бы посмотрела, это забавно. Ну, и Фуриоза, конечно. Вот я, наверное, дочку свожу. Будем воспитывать из нее воительницу. Да, но я думаю, что мы тоже также помогли вам определиться, какие премьеры, фильмы посмотреть уже в эти выходные. Но если что касается Гарфилда, он прямо так хорошо поедал пиццу, что мне тоже захотелось немного покушать. Я вообще люблю всех кошачьих. Вот самый, наверное, любимый персонаж — это кот из мультика «Шрек». Ага, ну да, согласен. Друзья, ну а сейчас давайте мы напомним вам, какая у нас погода за окном. Итак, в центральных районах сегодня плюс 12, плюс 18, в заречной группе 11, 18 выше 0, в южных плюс 11, плюс 14, в Вилюйской группе 13-17 градусов тепла, в Нижнеленских плюс 15, в западных плюс 8, плюс 13, в Колымо-Индигирской группе Улусов от 0 до плюс 14, в Янских 10-17 градусов тепла, на северо-западе плюс 5, плюс 18, Якутске плюс 17 в 6 утра, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Вот так. Ну а сегодня... Главное, без осадков, юго-западный ветер и плюс 28, плюс 30. Все совпадает у нас прям с датой. Да, очень сегодня будет в Якутске тепло, да, поэтому, друзья, поздравляем вот вас. Я спешила вам рассказать, что летом. сегодня тепло в Якутске. Да, и увидимся с вами завтра, также на каналах Якутия 24 и НВК Саха. Хорошего дня!